Алена Михайловна, добрый день. Мы рады приветствовать вас в солнечной лучезарной Казани. Мы сегодня находимся на территории Казанского лицея номер 146 «Ресурс». Скажите, пожалуйста, как вы оказались здесь в гостях? Добрый день, дорогие коллеги. Я работаю руководителем городского методического центра города Екатеринбурга, Екатеринбургский дом учителя. Мы обучаем директоров Екатеринбурга, педагогов, заведующих. И у нас есть очень много разных программ повышения квалификации. Они разнообразны, вариативны, в том числе вот эта программа «Управленческий теплоход». На этой программе плывут директора, заведующие Екатеринбурга, есть наши челябинские друзья, и теплоход плывет Пермь, Чебоксары, Казань, основные города. А поскольку в этих городах есть самые крутые директора и мои знакомые профессиональные с конкурса «Директор года России», который проводил Константин Кушаков, и поэтому, конечно же, в Казани мы попросили принять нас Диляру Каримову для того, чтобы про свои успешные управленческие практики рассказать. Поэтому в чем суть теплохода управленческого? Мы останавливаемся в каждом большом городе, смотрим, заведующие садиков смотрят детские сады, общаются с коллегами, делятся опытом, а вернее смотрят, да, все лучшие практики. Руководители образовательных организаций заучи находятся в школах, а во время теплохода один из потрясающих бизнес-тренеров России, Владислава Друдько, ведет потрясающий тренинг с управленческими командами, концепция которого грамотно управлять можно, используя шахматную стратегию. И вот у нас каждый день идут вот такие тренинговые программы, а когда мы в городах, как сегодня, мы вот в лучших образовательных организациях. А какие города вы посетили в рамках этого визита? Мы уже посетили Пермь, и там потрясающая ассоциация активных школ Перми, есть такое объединение, 22-я и 55-я школа у нас принимали. Детские сады, такие как Легополис, это был Пермь. Чебоксары, конечно же, это самая крутая, одна из крутых гимназий в России, 5-я гимназия. Инна Владиславовна Исаева, директор. Знаете, почему крутая? Потому что 1500 детей и полностью расшколен процесс. У каждого ребенка индивидуальный учебный план. В ситуации массовой, огромной школы, определенных условий. Потому что это современный подход, и нам показывали механизм, как это делать. На самом деле это реально. Очень главное только понять, что если мы научим ребенка выбору в жизни, мы дадим ему огромный базис для успеха. А сегодня вы планируете посетить еще несколько учебных заведений? Да, у нас сегодня еще одна организация, в которой как раз идет сегодня съезд методистов, обучение и организационно решаются вопросы. То есть у нас 2 школы, но начали мы, конечно, с лицея «Ресурс», потому что 22 года я работала директором гимназии города Екатеринбурга, и раз 5 я возила коллектив именно к Диляре сюда на обучение. Ну и Диляра ежегодно приезжает к нам. Ну и я являюсь инициатором, как мне кажется, очень уникальных образовательных событий для всей страны. Вот, например, в этом году 12 и 13 ноября в экспоцентре Екатеринбурга, это очень солидное, большое такое классное здание на 4000 народу, пройдет первый в России образовательный саммит, куда приедут лучшие управленческие команды, директоры, 2 зама, которые будут делиться опытом. Там очень много секционных программ, очень много форматов обмена опытом. И, конечно же, предложение сегодня было сделано Диляре с ее командой, потому что это очень современный руководитель, знаете, такого крутого плана. Она выходит в своем обучении за рамки образования, выходит на бизнес. И это очень помогает сделать работу школы еще более современной, еще более эффективной. Скажите, пожалуйста, вы сегодня, получается, посещаете школу Адамнар, да, по проекту нашего первого президента Минтимира Шариповича Шаймиева, полилингвальная гимназия, которая оказалась настолько удачной, что их теперь уже в республике будет 7. А вот есть ли такие проекты в вашем родном городе? И вообще, вот расскажите вкратце о вашем проекте. Сколько лет он уже идет? Ну, вообще проект, вот если мы говорим про проект «Управленческий теплоход», это проект этого года. И на перспективу уже зафрактован теплоход. И мы планируем поехать не одним городом. Мы сегодня уже составили такое условное соглашение, что там будут управленческие команды Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Казани.
Диляра рассказала, вы знаете, у нас очень много директоров есть, которые. Поэтому это проект. Всероссийские форумы мы проводим уже 15 лет. Но ранее я проводила их на базе гимназии, когда каждый мартовские каникулы, 300 человек со всей страны, педагогов приезжали на открытые уроки, события. А перейдя на другой уровень, сейчас уже я обучаю не только свой коллектив гимназии, а весь Екатеринбург, отвечаю за это. Мы обучаем, форматы разные, это выездные сборы, это управленческие стажировки, выездные сборы. Это форум «Молодость ПРО» для молодых педагогов, где они знакомятся на уровне России, делятся опытом, объединяются в общие проекты. И совместно один проект идет в нескольких школах России, например. То есть вот такие вот образовательные большие события, форумы, они проходят ежегодно в Екатеринбурге, 2-3 форума. Екатеринбург очень уникальное образовательное пространство, очень вариативное. Это и большие лицеи, гимназии, это и школы, как мы говорим, отдаленные, но в которых такие свои изюминки. То есть вот в каждой организации есть что-то свое. Нас же объединяет что? Мы выстраиваем единую систему, единое пространство методическое. Вот многие города не могут этим похвастаться, а Екатеринбург именно этим гордится, потому что создан единый методический глоссарий. Есть система методических десантов еженедельных в школы, в садики методистов, ведущих города из городского методического центра. Есть регулярные форматы стажировок, есть урок в 4 руки, когда методист и педагог этот урок ведут в 4 руки, так быстрее и легче освоить что-либо. Это наши эксклюзивные профессиональные конкурсы. Это конкурс управленческих команд, например, да, которого нет в других городах. Это конкурс, который в этом году мы запускаем «Ты и я», наставник плюс педагог-учитель. То есть вот фишка нашего города – это создание единого методического пространства, где каждый педагог может выбрать для себя, либо чтобы повысить квалификацию, либо чтобы презентовать опыт и стать лучшим. Ну и второе отличие такое, как мне кажется, образовательного комплекса Екатеринбурга, кстати, наша команда департамента и не одна команда управленческая вошли в этом году в финал конкурса «Флагманы образования муниципалитета российского конкурса», это вариативность профильных классов. В наших школах и гимназиях открыты IT-классы, педагогические классы, инженерные классы, медицинские классы. И я могу перечислять вот этот большой выбор, который создается нашим детям для формирования своей траектории развития и предпрофессионального в том числе. А как осуществляется отбор педагогов для участия в вашем таком проекте, необычном проекте на воде? Вы знаете, только желание. Вообще, с моей точки зрения, человека, который многие годы занимается темой мотивации, я считаю, что и педагогам говорю, что если педагог владеет приемами мотивации, если он может увлечь, это желание. Это самое главное желание. Поэтому, если у человека есть желание, найдутся и средства, найдутся и возможности. Как говорят, одни ищут проблемы, другие возможности. Вот педагоги, которые регулярно с нами ездят, директора в данном случае, заведующие детских садов, это уже такой устоявшийся костяк Екатеринбурга, он большой, людям, которым неравнодушно, которым хочется много учиться. Ведь вот понимаете, в чем суть таких стажировок? 1,5 часа всего в школе у Диляры. Ну что это 1,5 часа? Но на самом деле это куча идей. Разных идей разноплановых, а ведь каждый управленец при желании эту идею может по-своему развернуть. Ведь сегодня самое дорогое в мире – это идеи. Это креативные идеи, дающие результат. А вот на этих стажировках мы собираем их огромное количество. Поэтому только желание. Желание, и когда заранее коллеги про это знают, уже формируется и финансовый фонд, и находятся внебюджетные средства, есть средства, выделенные на обучение определенным победителям, ну и так далее. Спасибо огромное. Вам желаем успехов и приятного времяпровождения в Казани. Спасибо, любим Казань. Когда вы уже уезжаете? Мы уезжаем сегодня вечером в 6 часов на теплоходе. А следующий город? Следующий город у нас завтра в Нижнекамск. О, ну ладно, успехов вам. Спасибо вам, люблю Казань, очень люблю Казань, имела честь и учить директоров в Казани, и проводить до ковида Всероссийский форум директоров в Казани, именно в Казани. И море есть предложений именно образовательному сообществу Казани участвовать, как мне кажется, в очень интересных проектах, в том числе в новом проекте, который мы затеваем к году педагога, году наставника. Мне кажется, только объединившись сегодня,
можно по максимуму помочь нашим педагогам, нашим детям и решить самую главную миссию детей — счастливое детство. Спасибо огромное. Спасибо.